Aziz dostlar, anlag'anınız gibi bugünkü çok beklenilgen musafirimiz endi studiyamızda buluna. Bu musafirimiz belli sevimli yercimiz. O aprelin 10 günü öz doğan gününü kaydetti ve şimdi biz onu takdim etmeye aşıqamız. Dostlar, elbette ki siz onu endi yaxşı bilesiniz. Mana bu güzel yerinin, bu güzel yer hiç bir kimseni pervasız kaldırmay. Men emin okutsam, menin Qorantada en sevimli yerlerden biri. Saygılı dostlar, anlağanızga göre birim bizim studiyamızda Elmira Hanım Nalbantova, Kırım'da, Ukrayna'da nam kazangan artist, Haytarma ansamblinin bediri. Buyurunuz. Selamun aleyküm, hoş geldiniz. Keçken doğan gününüz hayırlı olsun. Allah razı olsun, çok sağ olun siz. İçeride muvaffakiyetler sizge her vakit bizim böyle bir kuvandırınız olsun. Amin ya Rabbim. Elmira Hanım, endi sizin icadınızla tanış olgan hiç bir Kırım Tatar korantası, tanış olmagan hiç bir Kırım Tatar korantası yok. Her bir Kırım Tatar konsertte, her bir Kırım Tatar bayramda mutlaka Elmira Nalbantova'nın yerleri yangıray ve bu böyle bir boş sözler değil, bu gerçektir. Geçenleri siz de öz doğan gününüzü kaydettiniz ve bugün böyle açık meraklı sorularımız olacak. Sizin tarafınızdan en böyle bir büyük hatırınızda kalan doğan gününüz, sizin meslektaşlarınız nasıl büyük bir bakışı sizge yaptılar, nasıl sizin hatırınızda kalan en acayip doğan gününüz böyle var mı? Я хочу сказать, Бахшланс, Русчалов это дело. Хочу сказать, что для меня вот этот день рождения вот в этом году был, наверное, самый знаменательный. Хочу поблагодарить вообще свою семью, а семья большая, начиная от своих родных и, конечно, заканчивая большой семьей ансамбля Хайтарма. Потому что этот день они мне действительно сделали такой настоящий праздник, неожиданный причем, потому что я очень стараюсь сильно не отмечать дни рождения, я больше работаю в эти дни. Я делаю концерты, с зрителем общаюсь. Вот. И просто приехав на работу, после гастролей приехав на работу и увидев на сцене нет света, тишина. И так тихо, и меня Ферат Серверович берет за руку. Идемте, Эльмира Эдемовна, я вас провожу. Я говорю, что-то случилось? Не-не-не, все нормально. Заводит зал, и тут начинает играть музыка, все стоят. Я очень благодарна им. Это моя большая... сюрпризы. Да, моя большая семья. Спасибо им огромное за поздравления, за теплые, потому что за 4 дня гастролей я очень по ним соскучилась. Соскучилась по своей семье, по детям, по маме и по сестре. И, конечно же, по семье ансамбль Хайтарма. То есть это вот... Это уже неотъемлемая моя часть какая-то моей жизни, в которую я вот так вот красиво, аккуратно влилась. Sizin balığınızı nasıl hatırlaysınız? Siz elbette ki icadi Qorantada ostınız. Sizin babanız, sizin doğan günlerinizge belki de siz duette yırlaydınız. Balalıkta sizin doğan günleriniz nasıl geçeydi? Hatırınızda var mı? В то время, конечно, все же жили очень скромно, и таких вот дней рождения как бы больших никогда не праздновалось, а тем более как-то детских, они как-то вот больше детей приглашали. Вот так. И мама пекла большой Наполеон в этот день, и 10 апреля для меня, я все ждала, когда же будет этот вот большой Наполеон. Вот. И, конечно же, папа брал мандолину, он очень хорошо играл на мандолине, и мы всей семьей пели песни, танцевали. Это вот для меня осталось вот в памяти, я думаю, что до конца, конечно, до конца моей жизни. Вот. И я думаю, каждый ребенок, когда в семье вот поют, танцуют, и это делают родители, это, конечно, у них остается. Это воспитывает их, воспитывает в духе любви к родине, любви к песне, любви вообще к своей национальной культуре. Вот это самое главное, что в доме обязательно должна звучать своя музыка, играться и петься свои танцы. То есть это вот самое большое и дорогое в жизни, что остается с человеком на долгое-долгое время. Evet. Интервьюлерден бірде siz yazgansız, 17 tilde siz yırlaysız, icra etesiz yırlarını. Demek muzikada birde bir sınır yok ve bu haqda aytib berseniz.
Даттерлер қошылмады мына бойын едің жетмелерінде. Я недавно была во Вьетнаме, вот несколько дней назад прилетела. Спасибо большое правительству Республики Крым. Позволили мне вот побывать в этой стране. Вот. Очень интересно, потому что Восток – дело тонкое. Вот. И да, пришло, ну как бы я не пела эту песню, но мне пришлось как бы попробовать выучить вьетнамский язык, один куплет. Вот. Но, конечно, там у них очень много таких призвуков, что вот человеку не знающему, то есть, конечно, очень сложно. А так вот, если по листочку, то есть, как бы даже вьетнамский можно спеть. Но это очень интересно, когда человек поет на разных языках, понимаете? Чем больше ты знаешь, поешь песен других национальностей, тем больше в тебе тем больше в тебе есть любовь к другим людям, тем больше ты познаешь культуру этого народа. И я считаю, что музыка вообще не имеет границ, и везде бы, куда бы ты ни приехал, на каком бы ты языке ни исполнял, то есть все равно везде родные люди. Люди, любящие, понимающие музыку, которые вот тебя воспринимают только вот по музыке, по песням. Независимо, поешь ли ты на русском, на крымско-татарском. Кстати, во Вьетнаме пела крымско-татарские песни. Вы знаете, очень хорошо воспринимали люди. И я была горда, что сегодня я представляю также не только вот певица Республики Крым, а певица крымско-татарского народа. То есть это здорово. Бізде бұйық ғұрурнен ғұрланамыз, бізде бөлі ерджелар бар, ве олар әрбір ерде бізді тағдым етелер, ве әрбір ерде оларыны анлайлар. Чүнкі бұл ерлар жан жүректен келелер. Сіздің ең севімлі еріңіз бөлі бар ма? Ой, я, по-моему, уже у вас столько, ну, постоянно эту песню пою, мне уже, честно говоря, неудобно. Но, знаете, вот эту песню я вот с детства, то есть очень много пластинок осталось от папы, и тогда, слава Аллаху, были пластинки, и ты на них воспитывался. Вот. А, конечно, очень люблю песню, которую пела бабушка Биташка, Хатиджа Бита. И в детстве я вообще не понимала, почему, когда она ее поет, она все время плачет. Ну вот плачет человек. Для меня было как-то, ну, непонятно. Потом уже вот со временем ты, когда подрастаешь, когда у тебя возникают какие-то сложности, а может быть радости, ты начинаешь понимать, а почему человек плакал? Оказывается, вот это было вот так вот. Тоска по родным, которых нет уже. Тоска по родине, тоска о том, что было, и это не продолжилось. То есть нужно было жить так вот сегодня, как получилось. Вот. И слава Аллаху, что сегодня мы живем на своей земле, процветаем, созидаем, растим наших детей. У нас есть прекрасное телевидение, прекрасное радио. Огромное всем спасибо за это, что мы сегодня можем рассказать о своей культуре, рассказать о своем народе. Вот мы такие красивые, талантливые и замечательные. Вот. А песня, конечно, песня называется «Сойлет мебени». Я бербейчик. Ерлайм сізге. Бебет, бuyurunuz. Söylet beni, derdim bu yoktur. Umudum, gönlüm çoktan sönüktür.
Çok sağ olunuz. Sizge sağ Güzel, sabadan böyle güzel yıllarını eşitmek bu bizler için, bizim teleseyircilerimiz için Sizge çok sağ olun. büyük bakıştır. Çok sağ olun Elmira Hanım, biz sizge büyük icadi muvaffakiyetler tileyimiz. Siz çok güzel sözlerini ayttınız. Bizim halkımız istidatlı, güzel ve siz gibi insanlar da bir kere bunu tasdiklaylar. Çok sağ olun bizge kelgeniniz için. Biz sizni görmege her vakit kuvanamız can yürekten. Bu gerçek ve öyle oldu ki bugün biz yayınımızı siz ile beraber yekünleneceğimiz. Sevgili teleseyirciler, bana böyle acayip efirimiz bugün var idi. Müzik hakkında, kosmonavtika hakkında bugün laf yükselttik. Bugün Halkara Kosmonavtika günü stüdyamızın misafiri güzel, acayip yerici Elmira Hanım Nalbantova idi. Biz sizlerin yarınga kadar sağlıklaşamız. Күндеріңіз güzel keçsin. Böyle bir güzel yıllardan başlanған gün elbette güzel olur. Күндеріңіз hayırlı olsun, sabahlarınız hayırlı olsun. Her şey yaxşı olsun. Bugün aprel 12 günü ve 50'lerde görüşeyik.